28 февраля 1826 года генерал Ермолов вернулся из Большой Чечни на Терек после очередного карательного похода. В ходе экспедиции были сожжены многие аулы, лежащие по рекам Аргун, Мартан, Кигихи, в том числе Атаги, Чахкири, Урус-Мартан. Годом позже деятельность Ермолова на Кавказе закончилась. В 1827 году генерал был отозван императором Николаем I с Кавказа и отправлен в отставку, по некоторым данным, за связи с декабристами. После победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде в ноябре 1917 года советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, но и с внешними. Советское правительство с целью защиты советского государства от иностранной военной интервенции приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета народных комиссаров Ленин подписал декрет об организации рабоче-крестьянской Красной армии, а 11 февраля декрет об организации рабоче-крестьянского Красного флота. В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, изъявившие желание служить в рядах защитников Отечества. Под внешней угрозой советское правительство обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности». 23 февраля в Петрограде был проведен День Красной армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от германских кайзеровских войск. Только в Петрограде на отпор интервентам поднялись десятки тысяч добровольцев. С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как день рождения Красной армии. С 1923 года по приказу Революционного военного совета 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской армии и военно-морского флота. С момента учреждения название праздника в той или иной мере неоднократно менялось, получив в конце концов сегодняшнее название День защитника Отечества. Неоднократно пересматривались исторические события, связанные с ним, и условия, при которых он учреждался. После распада Советского Союза праздник также продолжают отмечать в ряде стран СНГ. С 2002 года 23 февраля в России является нерабочим днем. 29 февраля 1929 года в Шали родился Кати Чакаев, ученый-филолог. В 1952 году окончил вечернюю школу в городе Токмак, Киргизской ССР. В том же году поступил в Киргизский государственный пединститут на заочное отделение на факультет русского языка и литературы, который окончил в 1957 году. Из депортации вернулся в ЧССР в августе 1958 года и поступил во вновь восстановленный Институт гуманитарных наук в сектор чеченского и ингушского языков, где проработал до 1971 года, сначала младшим научным сотрудником, а затем старшим. Докторскую диссертацию защитил в январе 1975 года, но уже в качестве старшего научного сотрудника чечено-ингушского филиала национальных школ при Министерстве просвещения РСФСР. С 1983 года профессор кафедры русского языка и методики. Его преподавания чечено-ингушского пединститута 50 лет возглавлял данную кафедру. За все время научной деятельности Чакаевым написано и издано 150 работ, в том числе 11 монографий. С 58 по 70 Чакаев ответственный секретарь терминологической комиссии при Совете министров ЧССР, позже председатель орфографической комиссии при правительстве республики, член редколлегии журнала «Вестник» Академии наук Чеченской Республики с 1993 года. Участвует в работе международных, всероссийских, региональных и республиканских научных форумов по вопросам истории, языка и культуры. Принимал участие в создании Академии наук Чеченской Республики. Является одним из первых ее действительных членов и первый академик-секретарь отделения филологии. Профессор кафедры русского языка Чеченского государственного педагогического института. Заслуженный деятель науки ЧССР, лауреат Государственной премии Чечено-Ингушетии, почетный работник высшей школы. 23 февраля 1944 года – день депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию, главным образом в Казахстан и Киргизию. Чечено-Ингушская автономная республика перестала существовать. Депортация и отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля. Процесс депортации, особенно в труднодоступных горных районах, сопровождался массовыми убийствами. Эшелоны с ссыльными до пунктов размещения дошли спустя несколько недель, то есть в марте. Всего было отправлено 180
эшелонов по 65 вагонов в каждом, с общим количеством переселяемых около полумиллиона человек. По официальным данным, по пути следования эшелонов родилось 56 и умерло 1272 человека. Основной причиной гибели депортированных в сильные морозы назывались атмосферные изменившиеся бытовые факторы, хронические изнуряющие заболевания, физическая слабость конвоируемых, особенно преклонного и раннего возраста. Однако самые большие потери чеченцы-ингуши понесли в первые годы пребывания в местах расселения. Данные о потерях существуют самые разные, но в любом случае счет идет на десятки тысяч погибших. С 1949 года процесс адаптации к условиям жизни на спецпоселении в основном завершился. Рождаемость стала постепенно превышать смертность, вследствие чего стала увеличиваться и численность контингента. На начало 1953 года на учете спецкомендатур состояло 316 тысяч чеченцев и 83 тысячи ингушей. Во второй половине 20 века, благодаря традиционно высокой рождаемости, чеченцы и ингуши смогли преодолеть последствия этой демографической катастрофы. С 1959 по 1989 годы численность чеченцев и ингушей возросла более чем в 2 раза. Возвращение ссыльных на родину стало возможным с 1957 года, начальный период оттепели, после разоблачения культа личности Сталина и реабилитации репрессированных народов. В том же году чечено-ингушская автономия была восстановлена. 23 февраля 1959 года родилась поэтесса Бана Гайтукаева в селе Валерия Качкой-Мартановского района. В 1966 году пошла в школу, а в 1976 году окончила 10 классов. После окончания школы Бана работала в сельской библиотеке. В 1986 году поступает на филологический факультет Государственного университета. Окончив в 1991 году университет, она 1 год работает в данном вузе. С 1992 по 1993 годы работает художественным редактором в Государственном радиокомитете. Затем год в Доме детского творчества Ленинского района Грозного. Уже тогда она была тяжело больна, но никто об этом даже не догадывался. Еще при жизни в 1986 году ее стихи вошли в коллективный сборник. Потом, уже после смерти, близкие друзья, собрав все строки ее творчества, когда-либо написанные ею, издали сборник стихов, назвав его «Поэзия света». Имя Баны Гайтукаевой хорошо знакомо любителям чеченской поэзии. Она рано начала писать стихи и рано ушла из жизни. 23 февраля 1961 года родился Ахмед Атавов, заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, первый абсолютный чемпион мира, обладатель Кубка мира и серебряный призер, чемпион СССР, бронзовый призер, чемпион России, победитель международных турниров в Болгарии, Минске и многократный призер. Окончил факультет физического воспитания Карачаево-Черкесского пединститута в 1982 году. Воспитанник Красноярской школы, Ахмед Атавов стал первым абсолютным чемпионом мира. Это случилось в 1989 году в Швейцарии, где в поединке за абсолютное первенство Ахмед, выступавший в весе до 100 килограммов, победил чемпиона мира, иранца Сулеймани. 23 февраля 1964 года родился Башир Вараев, дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, 4-кратный чемпион Европы, серебряный призер, чемпионат мира 1987 года в Германии, бронзовый призер чемпионатов мира 1989 и 1991, чемпион игр доброй воли 1990 года в Сиэтле, США, обладатель нескольких кубков международных турниров категории А в 80-х годах, неоднократно признавался Международной федерацией дзюдо лучшим дзюдоистом в категории до 78 килограммов. Башир Вараев – старший тренер сборной России по дзюдо.